когда северный ветер, сюда к лодке прибивает столько мусора. Он тут скапливается возле дока. Да. Главное, чтобы трупы снова сюда не прибивало. Блин, наконец-то досмотрел сериал «Во все тяжкие». Год смотрел практически его с перерывом в полгода. Это мой первый сериал вообще, который я посмотрел. Ну, после бразильских сериалов, которые я смотрел в детстве. Это первый осознанный сериал, который, ну, что-то думаю, дай попробую. И реально затянуло. Вот, и наконец-то досмотрел вот 6-й сезон, последнюю серию. Вообще классный, конечно, сериал. Офигенный. Очень здорово. Очень понравилось. Много чего, конечно, рассказать про него может, но сценарно, конечно, это офигенно. Так что буду дальше смотреть какие-нибудь сериалы классные. Кто знает, может в комментариях накидать классные сериалы. Вот. Следующее, я, наверное, посмотрю «Позвоните Солу», по-моему, да? Ну, это ответвление вот это с адвокатом. Вот это попробую посмотреть. Вот. И еще что-нибудь. Но сериал вот сейчас под впечатлением концовка, конечно, интересно. Ну, прям вот не подкачали по сценарно офигенно все было. Нигде таких проседаний не было, где думаешь, блин, что-то там из пальца высосано. Нет, прикольно, классно. Классно. Так, ну что, машину я с продажи убрал, вот не хочу ее продавать, говорю, вот там из-за вот этих в салоне маленьких косячков ее не хотят дорого покупать, потому что эта машина дешевле 4500 вообще как бы не стоит, я и так за 4 продаю, потому что это год 2016, как не такая старая машина, ей даже 10 лет нет, еще 9, так это новая, можно сказать. Вот, и она мне самое главное нравится. Я масло вчера поменял, 5W30 залил. Вот, до этого залил 5W40, и мне как-то не очень нравилось, как она работает. И вот, видимо, причина с детонацией была, это вот из-за 5W40. Потому что сейчас все офигенно работает. Двигатель работает нормально, коробка работает. Проблем с детонацией я не чувствую. Вот, те, что были в путешествии, там даже вылезал чек с детонацией, а сейчас ничего не вылазит, как бы, ну, нормально двигатель работает, иначе 5W30 будем лить, вот, тут как бы нету четкого регламента, какое масло лить, там зависит от температурных режимов, от климата, я думаю, 5W40 как бы самая вязкая, как бы хуже не будет, что для старого двигателя, тем более, ну, не нового, не 5W30 прям идет отлично. И оно и дешевле, а то 5W40, там оно специальное такое для еврокаров, типа Кастрол, короче. Такая фигня. Мне машина нравится, она идеальная. Вот хочу на ней покататься, там, я не знаю, годик сколько-нибудь. Все мне нравится в ней. Здесь лаундри у нас в Марине. Да, я снимаю, говорю. Вот здесь книжки люди оставляют. Всякие разные, почитать, букшеринг такой. Вот здесь такая записная книжка классная. Sorry, it's your problem now, because I am dead. Красота вообще, блин. Захотелось, я, правда, не пишу ничего. Пусть стоит. Красиво очень. Так, ну чё, короче, дела с этим траком. Сегодня написал чувак. В общем, что я вначале сделал? Я выложил видео о том, как она едет. Я, короче, ее толкнул назад. Вот, потому что на маркетплейсе, на Фейсбуке можно выкладывать видео. Это очень хорошо, не только фото. Тем более, когда продаешь автомобиль, как бы подтверждение того, что она едет, хотя бы такое нормально. И вот, и написал чувак, он говорит, стампы. В общем, торговались до $1750. И он уже едет, вот, через час где-то будет. Так что я сейчас в траке убираюсь. Ну, потому что за сколько месяцев этот трак стал таким складом. Хороший склад, кстати. Тут мне как раз места не хватает на лодке, а здесь можно всякие инструменты было хранить. Вот, и так что сейчас через час где-то машину заберут уже. Вот. Ну все, вот приехали ребята с Тампы. Латиносы забирают машину. Короче, за 1750 я ее продал.
Вот, $50 они выторговали. Сейчас грузят машину и едут. Ну все, прощай, прощай, белый трак. Такие были надежды на тебя большие, но ты не захотел путешествовать. Вот. Грустно, ну ничего. Будем искать другую машину на аукционе сейчас. Поехали. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk. По обыкновению зашел в вьетнамский ресторан перед рейвом покушать нормально. Вот фо, супчика целую, лоханочку такую огромную. Сегодня что у нас? Я в Орландо, приезжает Above and Beyond. Это столпы транс-музыки, блин. Последний раз я на них был 16 лет назад в Москве, когда мне было... Дело было зимой в декабре. Мне было еще 17 лет, меня еще пускать туда не хотели. На security, говорят, у тебя еще нет 18, куда ты попер? Я говорю, ребята, блин, я говорю, издалека приехал на них. Через месяц, говорю, день рождения, пустите, пожалуйста, куда я сейчас, говорю, пойду. Ну, в общем, сжалились, пустили. Вот. Там приезжали Above and Beyond, и в честь 300-й Trans Around the World, это еженедельное радиошоу, и вот был юбилей 300-й. И вот 300-й был в Москве. Там Даниэль Канди, Мадзо, короче, все там главные транс-продюсеры земли, можно сказать, на то время. Такие, в общем, движуха там была очень крутая. И вот спустя 17 лет я приехал на Above and Beyond. Вот, классно. Дальше фотку сейчас вставлю, найду по-любому. У меня даже футболка оранжевая дома, в Чебоксарах дома лежит, с росписями, с их росписями, офигенно вообще. Закатик какой шикарный, вон очередина и стоит. Походу под открытым небом будет, вообще круто. В прошлый раз, потому что здесь Fair Park был, Line 8, Line 8, короче, приезжал. И там было в крытом месте. А сегодня, офигеть, это классно, я люблю на свежем воздухе, open air. Движухи здесь сейчас. А я на травке здесь решил постоять подальше. Вообще кайф, под открытым небом это просто бомба. Реально круто. Совсем по-другому, чем просто в клубе, блин.
все закончилось. Все, ребята уходят. Даже грустно как-то. Классный концерт очень. Очень организованно, все классно. Люди крутые. Вот, очень понравилось. Open air самое главное. Вот. Это самое главное. Открытый воздух, дышать есть чем. Вообще круто. Пространства много. Туда можно лежать на траве. Что я и делал. Там потом пришел. Хотелось услышать, конечно, больше классики старого транса такого от них. Но ничего. Это можно и самому послушать. Главное, машина на месте, а то я боялся, что ее эвакуируют. Все-таки первый раз не в знакомом месте ее оставлять так страшновато. Но здесь никаких знаков не было, что нельзя останавливаться, что нельзя парковаться. Так что все вроде хорошо. Ну-ка, зубки покажи. Сейчас не двигайся. Зафиксируем твои зубки. Папа, 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 я хочу ты. Давай, садись сюда, Кай, а я тут буду. Ой. Погода классная, сейчас 13 сентября, ветер северный задувает, уже все, жары нету летней. И это без ураганов, кстати, это круто, надеюсь, ураганов в этом году больше не будет. Сегодня воскресенье, снова выехал в лес, сентябрь, какой сегодня, 14 сентября. Классно на велике по лесу ездить. И лес все-таки осенью прям дышит так классно. Северо-восточный ветер, он прям, ну, уже неделю с лишним дует северо-восточный ветер, он такую свежесть приносит. Вот. И прям осеннее настроение. Особенно мне нравится, как ветер играет в сосновых лапах. Такой звук офигенный, такой родной. Ну, реально свежее стало, и некоторые деревья широколиственные уже немножко окрашиваются в такой более красноватый оттенок, уже не такой все сочно-зеленое. Классно, прям такой флешбэк поймал. Во Флориде это ценно, потому что здесь, говорю, такие сезоны сменяются практически невидимо. Вот особенно, когда живешь на прибрежной зоне, прям вот возле пляжа, там вообще не чувствуется смена времен года практически, только по температуре. А вот когда уезжаешь в лес чуть подальше, в середину Флориды, то это прям чувствуется сильно. Запахи, ароматы по деревьям. Флора меняется тут сильно очень. А что там, пальмы да пальмы на побережье. Ехал по лесу и тут попал на какой-то супер секретный объект. Радар он работает, локатор. Я не знаю, это, ну, вряд ли военный объект, скорее всего, к аэропорту относится. Потому что аэропорт здесь Дайтона-Бич недалеко. Ну что, я приехал к лесному озеру, называется Изяры. Что у нас за Волгой? Фух. Красота здесь. Темная вода лесная. Выбрал правильные дороги, называется. Все подтоплено. Кайф, кайф. Анаконд и аллигаторов здесь бы не встретить. Ну, здесь не глубоко, здесь подтопленные дороги просто.
Что у нас сегодня в гости? Ума, Олег приехали. Вот, наконец-то у нас гости, да? Можно не отправить? Да, отправимся. Кайфовая атмосфера, погода. Мяско тут. Это ветер? Нифига себе, смотри, ветер 30 минут в час. Олег, тебе на уход. Нифига себе, прикинь, смотри, 160. Это еще даже не ураган. Ураган начинается со 100 вроде. Это до 100 еще шторм. А 250 это уже ураган пятой категории. А он до 70. Он слабомощный. Да, тут вот такой ветер бывает, здесь просто без урагана. Так, а вот мне машина пришла, я уже машину купил. Сейчас будут разгружать, потом расскажу, посмотрим, расскажу, что, сколько, почем. Ну вот, спустили, вроде нормально. Капздец здесь срач. Ну чё тут? Капздец, тут срач внутри. Ну хоть запаха вроде нету такого. Запаха вроде нет, но тут капздец, мне работки по окна сейчас открыл. Работки тут до хрена. Работки до хрена, охренеть. Но двигатель вроде работает. Так, сейчас проехался, вот перепарковался, буквально там, я не знаю, метров 300, проехался, передний, задний ход, все работает нормально, там, вроде пока все по движку, по коробке зашибись, но уже первая проблема выскочила, кондер не холодил, будем потом смотреть. Сейчас первым делом мне нужно вытащить аккумулятор, он разряженный, сейчас его с джампера запускали, поэтому сейчас вытаскиваю аккумулятор и заряжаю. Ну что, я по классике первым делом заряжаю аккумулятор, он в нулину разряжен, и он вообще 19 года. То есть аккумулятору уже 5 лет. 6 практически. Вот, и что, будем ждать, зарядиться. И надеюсь, будет все нормально работать. Так, ну что, сейчас буду делать обзор про эту тачку. Сегодня я спал днем, короче, контуженный немножко был. Звонит мне, тарабанит на телефон этот водитель эвакуатора, говорит, я, говорит, приехал уже, я не ожидал, вообще не знал, что сегодня, пока я спал, там они его запикапили, эту машину. Вот, я пошел смотреть, принимать машину, короче, вот сейчас я уже к вечеру. Аккумулятор сейчас заряжается пока. Сделал беглый осмотр вообще, с чем я имею дело. В общем, это Hyundai Sonata 2013 года. Производство Алабама, США. Вот уже 12-летняя машина. Вышла она мне, короче, $650. Чисто машина. И, естественно, фи, доставка вышла в $1750. Вышла она мне очень дешево, наверное, одна из самых дешевых машин. Вот. Там вот какой есть момент вот на этих аукционах, там можно делать оффер, make offer, делать прямой оффер без всяких аукционов сразу. Некоторые лоты такое разрешают, не все лоты, видимо, не все продавцы такое одобряют, некоторые принимают. И я сделал самый дешевый оффер, короче, на $650. Ну, попытка не пытка, а вдруг получится. Присмотрел эту машину, она buy it now,
ее можно было купить за $900, а я сделал оффер на 650. В общем, они согласились. В общем, ну, блин, $300 вообще не лишние, там, учитывая такие всякие фиры разнообразные. И доставка там $130 вышла, очень дешево. В общем, $1750 это офигенно. Это даже дешевле, чем если бы я взял полицейскую машину с государственного аукциона. Там бы вся мне машина вышла бы как минимум бы в $2000 вместе с доставкой. Тем более она была не на ходу, и там как бы вообще сюрприз был. Здесь она была написана Run and Drive, нету механических поломок. Вот, но это мы убедимся еще дальше, потому что я проехал всего ничего. Ну, вроде задний ход, передний ход работает, она там разогналась чуть-чуть. Ну, пока на трассу не выйдешь, ничего не поймешь в любом случае. Ну, с первых моментов можно сразу обратить внимание на колеса. Резина, кстати, почти нулевая. Очень хороший протектор. То есть это радует. Но везде убитые колодки. Колодок вообще нету. Вон там видно. Колодки прям мертвые. Вот. Резина передняя вот Super Drive, а задняя Pirelli. Вот. Ну, резина хорошая. К ним вопросов нет. Вот колодки надо менять, конечно. И я по тормозу почувствовал. Нажимаешь, педаль тормоза очень такая мягкая. Вот, что дальше? Дальше, ну, самое интересное, это салон. А в салоне там творится просто ужас. Я не знаю, камера это передаст, нет. Вот такие вот моментики здесь. Это ужас. А машина ездила, я посмотрел, ну, и по имени посмотрел. Она в Джорджии ездила. В город Августа, это город на границе с Южной Каролиной. Или Северной, ну, короче, вот там вот. Вот, и, как я понимаю, вот по имени это черная семья, потому что здесь много детских вещей. Ну, это черные, это стопудово. И владели. Вот, и, короче, здесь, ну, вот везде ужас просто. Машину отмывать и отмывать. Отмывать и отмывать. Вот здесь что такое красота, вот полюбуйтесь. Вот тут вообще ужас. Хоть, может, деньги найду какие-нибудь, нет? Может, что-то будет. Пока я вроде посмотрел, ничего такого интересного нет. Но тут вот это везде такой ужас. Ужас. Вот это все отмывать, это еще белое. Тут, короче, надо будет прям серьезно заниматься чисткой, детейлингом. Здесь вот так вот. Там кроссовки всякие. Ну вот имя владелицы, ну, видимо, это ребенок делал для нее. Хайри Уиндхэм. Ну, имя это прям вот, это чернокожих. Вот, и багажники там вообще чудеса какие-то. Хоть хорошо здесь перчатки лежат сразу в комплекте. Потому что перчаток много понадобится, чтобы здесь все это вычищать. Какие-то сумочки лежат здесь. Да. Машина тут прям с сюрпризом сразу. Что там? Денег нет. Что такое? Мед королевский. Вот, здесь даже есть модем какой-то лежит, по-моему, да. Да, модем Т-мобайловский, я не знаю, мне нужен, нет, вообще не нужен, наверное. Короче, тут ковыряться, я даже без перчаток здесь не хочу. Это я буду уже на мойке все делать. Вот, ну машина выглядит, в принципе, ничего. Вот по кузовне здесь вот, сзади вот такая вот шляпа. Краска отходит. Это, видимо, нормально для Hyundai. Вот эта тема. Это надо будет закрашивать все. Но это все фигня. Главное, чтобы по механике все работало. А, ну вот я еще заметил, что кондер не работает. Да, кондер не работал. С этим будет надо разбираться. Но главное, чтобы двигатель и коробка ездила. Вот это самое главное. Все остальное можно сделать как бы легко. В моих условиях. Да, вот такая вот машинка. Что по маслу там, ну, посмотрел, там кулант, антифриз, там вообще он вообще какой-то черный и вонючий. Его надо будет менять, наверное, ни разу не меняли. Он реально как болото там какое-то. Масло черное, и его надо долить будет. Оно на минимуме, и оно чернющее. Менять пока, наверное, не буду. Просто надо долить.
5W20. Аккумулятор заряжается. Вот, надо будет тормозную жидкость еще долить, по-моему. Да, она там ближе к минимуму, там на середине. Снизу там даже есть, что удивительно, защитный экран вот пластиковый. Вот там для фильтра дырка, там все дела. Вот. Ну, по первому как бы осмотру машина, ну, по технике вроде ничего. Резина нормальная. Говорю, колодки надо будет везде менять. Ну, самое главное, еще внутри тоже вычистить, чтобы на ней приятно было бы ездить. Может, я вообще себе оставлю, кто его знает. Я серьезно, хрен его знает. Может, Volkswagen продам, на этой буду ездить. Это мой первый кореец, кстати, первая корейская машина. До этого у меня не было. Volkswagen, вот это первая немецкая машина, это первая корейская. Ну, сделана в Америке, но корейский бренд. До этого у меня были только американцы. Ну, и японцы, естественно. Первая японская это Toyota, которая навсегда в моем сердечке. Противотуманки есть. Это, кстати, версия самая пустая, по-моему, версия GLS. Вот. Ну, я не знаю, я в корейцах не разбираюсь. Но, как мне кажется, корейцы, они все заряженные. Даже самая пустая версия. Тут везде электрорегулировки сидений. Ну, не везде, я не знаю, с той стороны, там электро или нет. Ну, как бы обычно на моделях, ну, вот американских машин, если самая низкая пустая версия, то там вообще этого нет. Электрических там регулировок. Мне, честно, вообще по барабану на это. Вот. Ладно, будем работать. Сейчас у меня дело хоть появилось. А то я заскучал совсем. То есть я продал трак и на вот этот белый с поломанным задним ходом. И на эти деньги, получается, я вот этот Hyundai взял. Вот прям один в один там. На $50 дороже вышло. Да, ну по кузовне все нормально вроде. Там вот, где краска отшелушивается, единственные моменты. И вот здесь вот передняя дверь. Вот вмятина небольшая. Ну, это, мне кажется, даже вантуса можно выправить. Вот, а так в целом все вроде нормально. Никаких дефектов, косяков нет. Ну, какая цель, если вот продавать ее, то вот 3500 это цена этой машины, не больше. То есть это 3500, это средняя цена вот подержанной машины. Там 10 плюс лет. 3500, не больше. Вот это я понял вот из опыта. Выставляешь за 3800, за 3500 продаешь. И она уходит. Вот как я продал Chevrolet, вот этот у меня был, Captiva. Красная, вишневая. Вот, и это средняя цена, поэтому надо стараться машины брать как намного, ну, дешевле. Но тут уже от чуйки зависит. Чтобы не попасть на большой ремонт, чтобы, соответственно, больше денег уже заработать с нее. Так, что? Утро следующего дня. Я поставил аккумулятор, завел машину. Сейчас вроде все нормально. Проверил на ошибки. Сканером никаких ошибок нету. Вот, отлично пока. Сейчас попробую проехаться немножко. Потом уже поеду на мойку. Что, проехался сейчас. И вроде все нормально. Мотор работает ровно. Коробка переключает. Вот. Надо масло долить в него. Но вроде выезжать на дороги общего пользования можно. Единственное, говорю, колодки вообще, они, конечно, убитые. Прям аж звук там уже. А так вроде все, ну, целое, как бы, без всяких там сюрпризов пока что. Так что это меня очень радует. Вроде не перегревается ничего, все нормально. То я уже после предыдущих автомобилей, я уже немножко побаиваюсь вообще, думаю, сейчас что-нибудь отрыгнет, вроде все нормально, приехало, а потом бах, с сюрпризом, что-нибудь отрыгнуло. И у меня уже страх такой. Это раньше я такой, ой, все, едет, значит, все, зашибись. А, как показывает практика, отрыгнуть при мне уже может.
Поэтому я уже боюсь, как машины вот так брать, конечно. Раньше было как бы слабоумие и отвага, а сейчас ты сейчас уже нет. Сейчас уже на опыте немножко побаиваешься. То есть даже если вот сейчас она ездит, все нормально, пока у меня все равно этот страх присутствует. Вот. Но пока все нормально. Пошла моечка. Идет. Снаружи сейчас помоем. Потом внутри. Прям руки уже чешутся. Я не знаю, какой же это пиздец. У меня просто слов нету. Как вот это вот так вот можно было засрать. Там она соусница прям вот. Это, ну это ужас же. Ну как это вот можно-то? Как так можно? Ну блин, я не знаю. Вот я тут распечатку нашел. Вот где машина регистрировалась. То есть все в Джорджии. Все в Джорджии. В багажнике тут самое веселье. Здесь парики всякие, волосы. Я уж думал, опять машина без ковриков. Коврики нашлись. Лежат здесь на дне багажника благополучно. Короче, я смотрю, тут пытались заняться уборкой когда-то. Вот клинер как раз у меня пригодится тоже. Вот. Продолжаем. Бодрячком. Кстати, есть наклеечка, масло меняли на 170 тысячах милях. Вот, а сейчас 173. По регламенту, почти 174. По регламенту надо менять каждые 4000 миль здесь. То есть масло, значит, ну, как бы, меняли, по крайней мере, последний раз по регламенту, но там стоит на минимуме масло. Значит, масло, мотор масло хавает, что ли. Сейчас пойду масло куплю с фильтром. Сразу потом поменяем. Блин, она мне вообще нравится, как ездит. Вообще форм-фактор, вот это низкий седан длинный, мне очень нравится. Это после Авалона, Toyota, как бы, ну вообще мне нравится. Во-первых, аэродинамика хорошая, соответственно, сказывается на экономии топлива. Вот. Единственное, здесь по подвеске вопросы. Подвеска убитая передняя, чувствуется, стойки стучат, короче. Вот. Надо будет этим заняться, ну, если я уже захочу ее себе оставить. Но по сравнению с Volkswagen расход, конечно, очень хороший. На Volkswagen что-то вообще он хавает. В городе показывает 18, не больше. То есть это очень много. 18 миль на галлоне. Здесь меня показывало, вот сейчас я езжу пока, 23, 24, 25 даже. Вообще неплохо. Очень офигенно. А мне нужна экономичная машина. Я не хочу на бензин еще и премиум заправлять. Нафиг это надо. Сейчас я так убрал вещи все, помыл приборку. Вот, с первого захода. Мне надо будет, наверное, захода 3-4 в общем, чтобы машину отодрать. Вот сейчас у меня просто времени нету, за детьми надо в школу ехать. Вот. Пока мне все нравится. До 70 уже разгонялся я там в городе. И все нормально, все переключает, вообще классно. Мне нравится. Мотора хватает, он не слабый, 2.4 мотор. Так, все-таки я не выдержал. Сейчас дети в него помогают. Вытащил задние сиденья. Просто их промываем, потом с мылом я буду щеткой все мыть. Сейчас пусть отмачиваются. Потому что без толку там мыть в машине. Нет, а тут надо их прям промачивать серьезно. Там слои годами грязи просто. Вон вода какая коричневая, вон вода какая идет с них. Там кофе, я не знаю, все, что можно. Да. Так, разбомбил все сиденья. Все сушится. 2 передних. Помыл. Щеткой помыл. Ну, насколько я мог. Прям не супер профессионально, конечно. У меня нет там химии, там всяких торнадоров. Вот, щеткой, мылом. Помыл. Сейчас высохнет, оно посветлеет, все нормально. Вот. Так, а вот внутри как? Вот, в идеале, конечно, ковер вот этот бы весь поднять, но, блин, мне не хочется что-то с этим тут разбирать надо там, не хочется напрягаться, короче. Вот, а так его бы, конечно, тоже помыть. Мне кажется, вот ездят вот люди, да,
И проще купить им новую машину, чем убираться. И они, видимо, так и делают. Просто сдают ее там куда-нибудь, не в трейдинг, там, я не знаю, в гарбейдж уже, салвейдж, на аукционы там. Вот, и это проще, чем отмывать эту машину стопудово. Я боюсь представить, что у этих людей дома творится, если в машине вот такое. Потому что в машине видно, что там 3 хозяина, по-моему, было. И видно, что вот эти последние хозяева, сколько они там ей владели, 4-5 лет, вообще ни разу не мыли, наверное. Там даже намека на это нет, чтобы так засрать. Ну, блин, вообще, просто это слоями там все. Так, ну что, второй день отмывания машины закончен. В целом, в принципе, уже нормально. Уже можно жить. Тут отмыл вот эти вот слои уже засаленной грязи. Вот, остальное это уже потертости уже самого автомобиля. Я смотрю, ну, такие по материалам, конечно, Kia. Ой, Kia, говорю. Hyundai. Ну, много где краска облазит. Есть такой момент. Вот. А так в целом вроде все нормально. Ну вот говорю, тут облазший вот какой-то пластик, то ли мягкий он, то ли что. Такие вот следы некрасивые. Это их никак не убрать. Не знаю, там отполировать только может как-нибудь, вряд ли. Вот, а так, ну уже нормальный вид, короче. Можно ездить, не противно. Двери все помыл. В идеале, конечно, вот этот ковер вообще помыть, но я не хочу с этим заморачиваться. Я его пропылесосил хорошо, там влажную уборку ему сделал. Потому что его надо отмачивать вообще нормально. Там столько всего. Вот. Так что осталось установить сиденья все, которые пока сушатся. И еще. В целом езжу, машина нравится. Обслужить ее. И такой звук у нее сзади, какой-то хаб воет, короче, когда едешь, что-то воет сзади. Наверное, вот подшипники какие-то вот на колесе там, хаб надо менять. То ли правый, то ли левый, не знаю. Посмотрим. Надо будет масло поменять. А Volkswagen я на продажу выставил. Сегодня, наверное, уже смотреть придут. Я уже за 3500, пофиг, за 3500 его отдам. И уже что-нибудь другое возьму. Вон еще одна Соната там. Вот всегда машина, когда у тебя появляется какая-то новая машина, ты сразу начинаешь замечать вокруг эти модели. До этого как бы не обращаешь внимания. А как появляется, начинаешь, думаешь, о, их оказывается немало. Такой момент интересный. Блин, я жестко тупанул. Аккумулятор разрядился, сел, все. Задница. Сейчас надо кого-то звать на эвакуацию, блин. Я тупанул, не взял бустер, короче, для аккумулятора. Хотел взять и забыл, короче. Трындец. Так, а я что-то тупанул. Walmart же рядом. Я, короче, сейчас пойду покупать новый аккумулятор, этот сдам. Вот, и все. Всех делов-то никого не надо вызывать. Так, вот аккумулятор. $150 вышел, чертила не дешевый, блин. Ну что, все поставил на место. Уже выглядит все хорошо, уже не противно садиться. Но, конечно, белая тряпка, это после такого, то, что с ней было, мне кажется, ее просто нереально очистить вообще, чтобы она была без пятен. Ну, я не знаю, может, какая-то супер химчистка нужна, но так-то она чистая, но вот эти какие-то въевшиеся пятна, нереально их убрать. Ну, только чехлы, наверное, одевать, но я этим не буду заморачиваться, ну, как есть, так есть, потому что таким людям белую тряпку давать, как предыдущим владельцам, ну, это просто, я не знаю, нельзя. Потому что тут надо быть очень аккуратной, постоянно мыть сразу эту белую тряпку. Ну, все, машинка уже выглядит отлично. Теперь можно уже заняться там обслуживанием масел, жидкостей. По салону вроде бы все. Кстати, кондер заработал. Он работает.
Не знаю, почему не работал вначале, потом сейчас заработал, все отлично работает. Так что машина сама лечится в моих руках. В багажнике тут домкрат, докатка. Домкрат есть, вроде все в комплекте. Ключ для болтов. Это все нормально. Да. Так, ну что, сегодня еще очередное утро. Меняю масло. И какой же все-таки кайф. После Volkswagen ковыряться здесь в Hyundai, вот в этом. Вот даже сливная горловина. Пробка, короче, сливная. Не торкс, как в Volkswagen, блин, который надо еще купить этот торкс, найти. Вот. Там везде торксы вообще. Там нету таких нормальных шестигранных болтов. Там просто везде торксы. Вот. А здесь нормально, по-человечески, спокойный болт. Вот. Кстати, мне Hyundai, вот этот вот именно Sonata, не знаю, как за другие, очень Toyota напоминает мою, вот как Avalon первую. Не только тем, что это длинный седан, но вообще какими-то техническими решениями, прям я вот смотрю, очень похоже. Очень похоже напоминает мне Toyota. Тоже все очень просто. Ну, наверное, кто к чему привык, когда у тебя первая машина, ты привыкаешь. Вот Avalon, я сколько в нем ковырялся, для меня кажется, это вообще идеал. То есть я всегда, наверное, буду сравнивать с Toyota в последующее время. Ну, конечно, там не все идеально, ясен пень. Но очень мне напоминает пока. Ну что, сегодня выходной. Я на прогулку, на разборку пришел. Так, по мелочам посмотреть, что есть. А вот здесь сонатики стоят. Вот тут заряженная Соната с лючком. Вот это кайф. Мне люка не хватает. Придется вырезать. Yeah. Так, очередной день. Мне пришли свечи, заказал свечи. Ну, как обычно, короче, ничего нового. Под себя я как бы стараюсь поменять по максимуму все. Вот, достал первую свечу. Вот. Ну, в принципе, ничего криминального. Там, конечно, наросты всякие, но... Ну, не, хотя там большое расстояние, да, сверху вообще нету вот этой пупырышки. Так что, да, свечи, конечно, убитые. Ну, их всегда надо менять, люди вообще их не меняют. Благо, на 4-цилиндровом двигателе это вообще не сложно. Это не 6-цилиндровый, где там по 3 с каждой стороны, вот как на 3.6, вот на Toyota, например, там надо разбирать здесь много чего. Мотор большой, потому что, ну, вот эту вот панель надо снимать. Ну, короче, это геморно очень. Там тяжело подступиться под эти свечи. Вот здесь на 4-цилиндровом сам Бог велел. Так что я меняю. Ну и видно, что свечи, скорее всего, оригинальные, никогда не менялись. Денсовские, вот там все. Масло текло, видно, из них. Вот. Обычно я ставлю премиум, в принципе, хороший бренд с Амазона покупаю. Нормально, они все производят практически. И не скажу, что дешевые, нет. Они где-то средний сегмент, но в целом все хорошо с ними. Вспомнил про крепление. У меня же есть крепление для велосипедов на багажник. Вот это еще старое. Мы еще с Пенсильвании во Флориду велики на нем возили. Одна беда, ну это самый дешевый с Walmart, тут одна беда, это вот эти вот штуки, которые упор уже к автомобилю, это по сути очень жесткий пластик, они не резиновые, ну то есть у меня вот на Авалоне от них следы потом остались, вот от этого, вот от этого, вот не могли они сделать какую-нибудь мягкую резину там, как здесь вот приходится дорабатывать, сейчас вот взял тут вот такой материал, вот такой он прорезиненный, отрезаю, вот должно вроде все нормально быть, но она мягенькая стала, и держаться лучше должно, а это вообще никуда не годится. Что-то у меня уже традиция на выходные ехать в лес, кататься. Вот. Уровень воды, кстати, упал в лесу,
наверное, я не знаю, неделю дождей не было. Вообще похоже на то, что вот уже природа в такой осенне-зимний период вошла. Что уже нет дождей. Влажность понизилась. И это, слава богу, все без ураганов. Потому что обычно такое наступает там после урагана. Ураган проходит, жару там вот эту всю сдувает. Потом такое уже в зиму входит. Ну, как мне вот показалось за эти годы, которые живу здесь. Вот, а сейчас уже вот настроение совсем такое уже зимнее. Весеннее. Ой, зимнее-осеннее. Чуть-чуть по дороге надо проехать. Новые маршруты изучаю. Сейчас в сумерках буду по лесу ехать. Вообще красота, тишина, спокойствие. Ну, доехал на базу.